Персональная выставка «Сияй, процветай мой хомус» мастера-кузнеца Николая Прокопьева открылась в музее и центре хомуса народов мира. На ней представлено более 10 работ мастера, в том числе и необычные экспонаты. О том, чем они отличаются от обычных хомусов, расскажет Мария Кардашевская. Любовь к хомусам у Николая Прокопьева началась еще в детстве. Его отец был кузнецом, а мама играла на изготовленных отцом хомусах. Николай Ефимович всю жизнь работал в якутской алмазной компании. Он ветеран Алроса. Около 40 лет он трудился в горнодобывающей промышленности и во всем умел найти творческий подход. Дело для души, как называет свое кузнечное дело Николай Прокопьев, он никогда не оставлял. В Корее работал, это как-то мне не хватает хомус. Хомусы делал, ножи делал, перехожу, руки чешутся, как хобби такое было, все равно не бросал это дело. Хоть на разных должностях работал, после, как горный специалист, хоть вырос до заместителя начальника по производству, но все равно по ночам руки чешутся, и вот так мастерил и свои хомусы. Главной идеей своей работы Николай Ефимович считает эксперименты. Ведь он изготавливает хомусы не просто по давно известной и отработанной технологии. Он представил свои авторские работы, среди которых хомусы с корпусом из сплавов цветных металлов. Они украшены якутскими самоцветами собственной огранки. 9-й год как на пенсии, и все это домашняя мастерская стала лабораторией по хомусу, экспериментирую. Характер такой, одно сделал, там сейчас хочется что-то изменить, другое, экспериментирую, короче. И вот эти самоцветами так воспользоваться надо с моментом, не моментом. А так получилось, что с камнями делать, ну красиво же. Кроме того, на выставке представлены 4 совершенно необычных хомуса. Они имеют механизм изменения тональности, что может позволить обыграть десятки возможных комбинаций. Играю на хомусе уже 11 лет. На таком хомусе я вот впервые играю. Уникальность этого хомуса заключается в том, что можно менять тональность этого хомуса. То есть, если вот поместить, да, вот эту штуку вот сюда, тональность идет вверх. А если вот сюда, вниз. А также, ну, этот хомус, мы обычно хомус держим вот так, да? А этот хомус держим вот так, то есть по-другому держим. И, конечно же, во время игры мы меняем вот эту штуку, да? Выставка продлится до 7 июня. В это время все желающие смогут узнать технологические секреты изготовления инновационных музыкальных инструментов, посмотреть авторские фотоматериалы изготовления хомусов и просто окунуться в мир звуков и традиций. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск.